Здравствуйте, друзья! С вами Лара Володина и наши новости. О жизни бурятских собак я буду рассказывать вам периодически в последующих роликах, пока они обживаются и откармливаются. Скажу только, что фин-кураторов на всех 13 собак у нас так не набралось, от силы на троих. Это очень огорчает, и как будем выживать, не знаю. Если кто готов присоединиться, напишите мне. Мы очень ждем вашей помощи. А теперь снова о якутских. Опять были отравления по городу. Казалось бы, уже всех уничтожили, но нет, продолжают точечно добивать. А именно спокойных, безобидных, кого любили и подкармливали во дворах. Вот за одну такую несчастную, падающую, заваливающуюся от медленно действующего яда пришлось мне побороться. Докричаться там, на расстоянии, очень сложно до кого-либо, чтобы кто-то отозвался и отвез в клинику. Все заняты, всем ни до чего. И на счастье для собаки, случайно я догадалась позвонить Игорю. По совпадению он проезжал недалеко от этой падающей собаки, объяснила ему, где и что, попросила помочь, спасти, только быстро, оперативно. И он, спасибо ему огромное, отреагировал. Но, как назло, собачуля боялась мужиков и, шатаясь, убегала от него. Надо было не спугнуть. Ну, хорошо, что все получилось. И Игорь уже несся с ней в клинику. Дал ей поводок, она мужиков боится. Вот там ее зафиксируй, чтобы она не упала. Одень ей поводок. Она еще может и куснуть, она боится мужиков. Почти падает. Короче, загнали ее в подъезд, но она еще пытается кусаться, боится. Поехал я, в доктор-вет поеду. Я туда своего этого лабрадора Сирика увозил, там его откапали. Что моя? Ты сама посчитала, да? Ну, проснулась. Ну, слюноотделение у нее поменьше стало. Я аж еще намордник снял, чтобы поспокойнее стало. Не волнуйся. Собачулю эту назвали Элис. Игорь успел довести ее до клиники. А сейчас ждем, сумеют ли откапать собачулю врачи. Прошу помощи, друзья, на эту девочку. Она нуждается в ежедневных капельницах до стабилизации состояния. Друзья, так уж повелось, что рассказываю вам про те ситуации, от которых все стынет внутри, мимо которых не пройти. Но их настолько много, этих несчастных, что спасать всех молча, не прося помощи, невозможно. Вот пример. Малышок. Видим, что забит в угол, жутко боится пошевелиться. Месяцев 5 от силы, напуганные глазенки. Вот как таких малышей и зачем сажают к большим собакам в вольер, чтобы было кем перекусить? Но ведь порвут. Это понятно. Если отсадить, можно, но на время. И надо тогда быстро забирать. А там, как всегда, проблема с передержкой. Передержки все заражены энтеритом. Куда? Куда девать дальше? Или вот, например, небольшая собачка, килограмм 10, предположительно предтечное состояние, примерно месяцев 7-8. Поэтому взрослые кобели от нее не отходят, толпой ее преследуют. Кто-то того гляди укусит за шею, да порвут же ее, ясное дело, жертва. Вы знаете, а многие могут проходить мимо такого спокойно. А если я забираю таких бедолаг, то спустя месяцы, когда я прошу денег на них, меня спрашивают: а зачем нас спасала?
И я могу захлебываться, объяснять, напоминать, при каких ситуациях я их забирала и почему не прошла мимо в том далеком зимнем месяце, а меня не слышат. Да, мы все чувствуем по-разному. Многие, спрятавшись в квартирах, если не видят этого, то и душа не болит. А я, даже если не вижу, если далеко, то ежеминутно представляю, как их сейчас раздирают на куски. И это не дает мне покоя, пока их не вытащишь, пока не отсадишь. А дальше носишься и подпрыгиваешь с вытекающими последствиями. Котику очень не повезло. Отморозил не только хвост и уши, но лишился и носа. Блин, малышонок еще появился. Кисуленька. Вот этой тоже... А, нет, это... Ох ты! У него носа нету. Господи боже. Что с тобой? Он болеет, у него носа нету. Тоже новый. Кот. Худенько. Маленький. Приехала, спит мертвецким сном на подоконнике. Вот. Сейчас посажу в клетку и повезу в клинику. Вот и этот малыш жил на этаже общежития, но помешал и оказался на улице. Искала его одна сердобольная женщина, но нашла лишь через неделю, обмороженным, почти умирающим, с отпавшими ушами и хвостом. И ходил он кровью. С трудом он околемался, и все равно место снова оставалось только в коробке на этаже общежития. Это значит, до нового пинка. Забрала я его, забрали по моей просьбе на передержку. А вот и кошки на таком огромном складе. Ты мой золотой. Ты мой золотой. Вот ты мой сладкий. А ты моя хорошая. Хороший безухий. Наконец-то долгожданные приехали. Да, сейчас поедем в клинику. Носика у нас больше нету. Обморозили. Вот на таком складе. Так, ну что, малыши, хватаю вас в руки и едем на метро. Встретила двух кошечек или котиков, тоже не важно. Вот они, карго летели. Безухий мой красавчик. Так. А ты мой сладкий безносый. А ты мой сладкий безносый. В клинику поедем, да. Поедем. Вот такой вот красавчик. Ну ты и прошел испытание, конечно. Адские, титанические. На метро едем из аэропорта. Едем на метро. Ну, давай. С приездом тебя. Безухая. Безухий мальчик. Да? С тетикой. Да. Какие у тебя узкие. Ой, какие узкие.
Ой, ты какой хорошенький. Давай знакомься. Знакомься, знакомься. Знакомься, знакомься. Ну, как тебе? Устраивает? Все, приехал ребенок, приехал. Займешь. Так вот. Прямо аж хапает, не жует. Давай посмотрим у тебя. Что у тебя? Что у тебя? Покажи мордочку. Покажи мордочку. Вот как он лапочка. Вот он как лапочками. Ну, покажи. Вот здесь что-то около ушей, да? Какие-то как будто из этого уха. Покажи. Вот. Около уха все. То ли обморожено. Ну, конкретно, конечно, он замерзал. И кончик хвоста тоже замерзший. Давай. Вот ты какой. Вот ты какой грязнулька. Еще весь в ранах. Обмороженный. Отморозил не только хвост и уши, но лишился и носа. От этого и чихает, как сказали врачи после сдачи анализов. И его мы забрали. И он прилетел, и его положили в стационар на обследование и лечение. Простужен он. И сейчас надо оплатить стационар и забирать, но забирать некуда. Пожалуйста, помогите передержать хотя бы 1 месяц. Кормом обеспечим, контик привит и с анализами. Или помогите, пожалуйста, на платную передержку. Друзья, жизнь у нас в деле спасения очень насыщена. Кошки и собаки, регионы, самолеты, стерилизации. Спасаем и пристраиваем. К сожалению, пристройств меньше, чем спасений. И очень плохо с деньгами. Долги в клинике за Ефимку 25 тысяч. Жду счет из-за безносого котика Вини. А также со дня на день ожидаем 2 самолета. А это опять расходы. И по-прежнему сидят на передержках и ждут своего вылета те, о которых я рассказывала вам ранее. Нельзя их там оставлять, раз уж спасли однажды. Помогайте, пожалуйста. Поверьте, мне очень тяжело управляться со всем этим, чтобы везде успеть и спасти, и вывести, и вылечить, и накормить, и пристроить, и чтобы на все и всех хватило денег, и противостоять всем врагам назло. Очень нужна ваша помощь на этих бедолаг. Все делается далее быстро. Быстро ищем, куда посадить, где передержать. Быстро отправляются новые партии переносок. Всегда ищем пассажиров. Якутск-Москва. И быстро тащимся в клинику, если простужены, если диарея, если сопли, кашель или порванные раны. Но как мимо всего этого проходить? Научите спрятаться. А лучше давайте спасем. Помогите, пожалуйста. Кто-нибудь может передержать, то напишите мне. Якутск, Москва, откликнитесь. Помогите на лечение, на содержание. Откликнитесь, люди, пожалуйста, и на финкураторство этих бедолаг. Очень вас прошу, очень вас прошу, пожалуйста, откликнитесь.